в целом сегодняшнее мероприятие, и что из него понравилось больше всего? Конечно же, турнир по армрестлингу, соответственно, финал. Ну, мне как профессиональному спортсмену лестно очень, да, что действительно такой вид спорта, он не олимпийский, да, он по-настоящему такой ажиотажный, достаточно такой обширный, то есть очень много ребят боролось, вот, и причем достаточно крепких ребят. Это, вот. Второе по впечатлениям, конечно, лыжная гонка, когда я там использовал все стили возможные езды. Вот. И так, в принципе, не определился, какой все-таки для меня более комфортный. Третье по впечатлениям, соответственно, конечно же, это аукцион. Вот, аукцион. Почему аукцион? Потому как, собственно, на благородное дело этот аукцион был, для благородного, собственно, дела был создан. Вот, действительно, в эти деньги, которые выручены с этого аукциона, пойдут на благое дело. Это всегда хорошо, это всегда, скажем, мотивирует на какие-то дальнейшие нормальные действия. Вот. Ну и в целом погода замечательная, не холодно. Мне тут пугали, что здесь будет минус 40. Я говорю, ребят, по-моему, вы меня обманываете. Собственно, приехал, здесь достаточно тепло, хорошо. Самое главное, это как бы теплые люди. За очень долгое время, вот, за очень долгий период было модно ездить в Европу, там, в Америку, в Канаду и так далее. Мы имеем огромные просторы нашей родной родины, да, под названием Россия, матушка. Она очень большая. И именно в ней очень много сакральных, интересных вот, исторических мест, которые бы стоило посетить любому человеку. И вот этот вот этнотуризм, можно так сказать, да, его надо необходимо развивать. Вот, на примере вот этого этнического центра, скажем, ну, вот, где сегодня мероприятие проходило, Ибица, Иб, деревня, да, можно сказать, что эта тема живая, она интересна людям. Вот, и, в принципе, как бы люди, когда возвращаются именно к своим корням, они становятся сильнее. Вы знаете, как бы дерево с хорошей кроной и с плохими корнями, оно очень быстро от ветра упадет или что-то с ним произойдет. Даже больше скажу, без хороших корней это хорошей кроны не будет никогда у дерева. Поэтому, возвращаясь к своим корням, мы улучшаем как бы их состояние, соответственно, улучшаем состояние кроны. Вот поэтому необходимо это культивировать, необходимо развивать именно внутрироссийский туризм. Вот, потому что действительно ваш сыктывкарский Стоунхендж, я думаю, просто ну, его необходимо посетить. Понятно. Вы сегодня как раз посетили турнир по армрестлингу, да, вы сказали, что ребята хорошие, но у них в любом случае есть свои минусы. Основной минус большинства ребят это какой? Вообще основной минус армрестлинга, то, что не олимпийский вид. Объясню по какой причине. Он не финансируется. Если бы он финансировался не по остаточному принципу или вообще не финансируется, ну вот он в принципе вообще не финансируется, да, тогда бы, ну, скажем, было бы больше мотивирующих импульсов для молодежи. Мне приятно видеть, что, собственно, молодежь, вот так, кто занимается армрестлингом, она не зациклена на деньгах, они, собственно, как сказать, они такие идейные все в основном. Идейные, они работают и занимаются, то есть и тренируются, занимаются спортом. Это очень хорошо, потому как, допустим, замотивировать каких-то там спортсменов-профессионалов, да, вот какими-то, значит, не финансовыми там возможностями очень сложно. Вот, поэтому я вот склонен, может быть, немножко даже переоценивать, но тем не менее, вот в этих ребятах горит истинный патриотизм. Вот, и основной минус в том, что этот патриотизм потом журналисты, да, в том числе, так это не олимпийский вид спорта, да, они о нем не говорят. Это большой минус лично для меня. Вот, и я прекрасно понимаю, что в неолимпийских видах спорта рождаются действительно вот такие, знаете, вот, патриоты, понимаете? Вот, и о них надо говорить. Это действительно те люди, которые за родину свою жизнь отдадут. Понимаете, они будут ее постепенно продавать. Вот и все. В тему у нас как раз в республике этот год объявлен годом патриотизма. Угу. Хотелось от вас услышать, на мой взгляд, ну, собственно говоря, какие бы вы направления в рамках этого года решили бы развивать. Год патриотизма это все равно общее формирование, общее формирование. Вот на ваш взгляд, над чем нужно сконцентрировать работу? Над социальным патриотизмом.
Что такое социальный патриотизм? Я вообще, в принципе, у меня была идея создания социально-патриотического лагеря, соответственно, да, есть военно-патриотический и социально-патриотический лагерь. Что такое социально-патриотический лагерь, допустим, вот в той концепции, которую я описывал? Это лагерь, который помогает как бы человеку понять, откуда берутся фрукты, овощи, что такое природа вообще, и научиться с ней сообщаться. В мою молодость, да, еще, когда я еще в школе учился, у нас на лето была обязательно, ну, скажем, не подработка, а как бы практика. У нас был такой клуб «Юнаты», «Юный натуралист». Я помню, туда пришел, у меня самые замечательные впечатления именно об этих юнатах, потому что была масса зелени, много интересных животных, растений, нас учили ухаживать за растениями, за животными и так далее, копать картошку, там, делать обрезку деревьям, соответственно, там, полоть, выпалывать там, сорняк. То есть ты понимал, что такое земля, и ты ее по-настоящему начинал любить. Истинный патриотизм без любви к земле, на которой ты живешь, невозможен. Так вот, именно патриотизм вот нужно начинать именно с этого. Потому что у нас сейчас, скажем, век гаджинизация, можно так сказать, все с гаджетами ходят, да, и перестают просто созерцать очевидные прекрасные вещи, которые их окружают. Вот. И идет как бы замещение, понимаете, да, эмоциональное. То есть ты погружаешься в интернет, в своей сути постоянно проталкивает какую-то определенную тему, определенным образом путает ваше сознание. И лишь природа его освобождает. Вот. Так вот, именно истинный патриотизм – это любовь к природе, это освобожденное, не зашоренное никакими рамками сознание, которое позволяет человеку быть по-настоящему креативным, свободным, счастливым. Сегодня, опять же, вы упомянули, прокатились на лыжах. В следующий раз, когда вас... Прокатался, да, на лыжах. Когда планируете встать или теперь до следующего такого мероприятия? Вы знаете, я, допустим, меня вода не держит. То есть я сразу, как вот металлическая болванка, я к дну иду. Вот я даже расслабился, я говорю, да не может быть. У меня такая высокая плотность костей. То есть, тону и все. Не мое плавать. Я под водой хорошо плаваю. Там как бы задержу на 1,5-2 минуты, под водой плыву. Вот. То же самое здесь. Лыжи не мое. Вот, собственно, горы, я вот активным туризмом занимаюсь, я могу переть в горы сколько угодно. По грязи, по снегу, по льду, карабкаться, лезть на скалу. Это мое. Лыжи, видимо, не мое, потому что у меня первое знакомство с горными лыжами закончилось в сугробе. Здесь одна, здесь вторая лыжа, собственно. И там мне кричат: Леха, ты живой? Я говорю, да я не знаю, даже честно, живой, не живой. Стал на сноуборд, у меня нормально получилось кататься на борт. Потому что я когда был маленький, я катался на скейте. Видимо, как бы лыжи, опять же, всему можно научиться. Это, конечно же, это просто дело времени или, как бы, соответственно, как практика просто должна быть. Приятно, вот. Когда поддерживали. Безусловно, ребята очень хорошо поддержали и подтаскивали меня за эту палочку, потом поменяли мне палочки, действительно, те, которые более-менее жесткие дали, и, в принципе, я уже как бы на них хотя бы финишировал. Вот, приятно, безусловно. Вот когда все кричали: Алексей, давай, давай. В общем, это было, вы знаете, это было очень мило. Почему? Потому как я шел последний, то есть, скажем, заключительный, да. Вот. Раньше в нашей стране, если не первое место, то это все. Значит, за второе ты едешь в Воркуту, в Магадан, валить лес. А здесь вот действительно атмосфера вот этого мира, она вот сохранилась, и не важно было, кто выиграет, важно участие было. Вот, поэтому, соответственно, вот я не знаю, вот поучаствую ли я еще в такой авантюре, но было весело, честно скажу. Сегодня у нас еще посетили музей Раисы Петровны Сметаниной. Я так понимаю, что Республики Коми до сегодняшнего визита вы как раз знали в основном, наверное, и все-таки имя Раисы Петровны, наших прославленных лыжников. Так ли это или нет? Вдруг вы что-то еще знали, слышали? Если не говорить специально готовились, да? И какие вообще эмоции оставила встреча с Раисой Петровной? Вы знаете, это великий спортсмен, вот, большая умница как женщина. Вот. Очень было любопытно, на самом деле, вот окунуться в эту атмосферу, потому как не каждый день видишь
человека, который из Олимпиады в Олимпиаду с таким постоянством как бы завоевывал какие-то медали. У нас сейчас, знаете, у нас есть такие звезды однодневки. Бах, вспыхнул и погас. Вот именно с этим человеком связана целая эпоха. Вот целая эпоха лыж. Вы понимаете, это действительно было очень приятно, и она нам все, кстати, показывала, рассказывала. Очень очаровательная, обаятельная женщина, и ей огромное спасибо, огромная сердечная благодарность за это. Вот. И вообще, в принципе, организаторам этого мероприятия, что нас туда, в принципе, вывезли. Что я знал о Коми? Я знал, что это достаточно интересный регион, есть интересные места в Коми, вот, но я не знал, какие тут люди, честно. Вот. И, наверное, самое лучшее знакомство это все-таки знакомство с людьми. Потому как все-таки люди делают город, а не город делает людей. Вот. И знаете, когда спрашивают, типа, общество делает человека или человек общество? Я говорю, мне кажется, человек обществом делает. Все говорят, как не так, общество делает человека? Я говорю, смотри, какого человека и какое общество, опять же, правильно? Вот лично для меня город делают люди, которые его населяют. Есть ли желание, да, вернуться еще раз в Республику Коми? И конечно же есть. Что пожелаете фестивалю Ибица? Пожелаю фестивалю Ибица развиваться, то есть даже не развиваться, эволюционировать. Почему слово развитие, в себе идет, скажем, несет несколько деструктивную. Знаете, есть слово завитие, вот видите, вот он как бы завитый, а вот это вот уже развитый. То есть это как бы хорошо, да, то есть мы какую-то структуру создали, это как бы плохо. Поэтому желаю фестивалю Ибица именно эволюционировать, из года в год создавать что-то более уникальное, новое, приглашать более интересных гостей, да, чтобы это было интересно, познавательно. И самое главное, чтобы люди отсюда уходили с такой огромной улыбкой и вот с таким огромным сердцем. Это самое главное. А, скажем так, чтобы идти с таким огромным сердцем и с такой улыбкой, необходимо иметь такую улыбку и такое сердце. В Республике Коми такие люди. Вот поэтому желаю людям вот такого большого теплого сердца и всегда улыбаться.